Всем привет, ребят! Очередной выход в лес. Просто походная на сегодня получится. Ну, если найду грибы, также буду собирать. Но в основном хочу посмотреть морожку. Спрашивали в комментариях, есть ли морожка уже. Ну, в общем, тема морожки сегодня будет. Ну и сейчас в данный момент я снимаю на новую камеру, которую я на днях приобрел. Sony AS300. Будем проверять, как он снимает, какой звук, какое качество съемки. Сейчас в данный момент у меня еще надет защитное стекло. Повлияет ли это на съемку тоже, качество съемки тоже будем смотреть. В общем, в комментариях потом напишите, как снимает камера, какой звук и все остальное. А я пошел дальше. Пойду через пилораму. Там небольшое болото есть. Вот это болото посмотрим. Ну и где-то еще, может, поброжу. На улице жарко, сыро, душно даже. Вот это все вчерашняя влага, позавчерашний дождь, который был, испаряется, и духота на улице. Сейчас встретился с грибником, который уже идет домой. Где-то штук 7-10 грибов он нашел. Ну, всяко разных, красноголовки и белые грибы там тоже были. Вдоль дороги он искал. Но после этого дождя, может, даже и грибы пойдут еще. Так что, возможно, тоже найдем. Почему бы и нет. Сейчас сперва схожу и вам поснимаю, где у нас стояла пилорама, старая лесопунтовская пилорама. Самому интересно уже, конечно, там все заросло, но покажу, что там осталось. Немножко вспоминаю, где что было. Лес заготавливали. Тут площадка была большая, огромная. Эстакады были. На лесовозах привозили тайгу. Здесь разделывали. Кипела жизнь тут. Вон там новая пилорама. Так и не достроили. Раму так и не привезли. Даже туда электричество не подводили. Ну и здесь еще сторожевой домик такой. Ну, он уже готовый. Даже с печкой и с электричеством. Место здесь хорошее. Сухое, площадка большая. Только разделывай, работай и работай. Смотрите, новый подсад какой вырос. Все зарастает. Так, я даже не помню, где, в каком уголке это было. Вон там, наверное, старая пилорама. Камера вроде включается, выключается. Надеюсь, еще записывает. Немножко волнуюсь. Первый раз снимаю на эту камеру. Именно новую. Старо-новую, как бы с рук я взял. Ну вот. Пришли, дошли. Так, сейчас с того угла. Там вроде ничего нету уже. Никакой постройки. Или есть. Не помню, бля, где там. Где-то было как бы диспетчерская типа такого, где вот выдавали документы. Или здесь он стоял. Ну, здесь тоже разруха. Кругом гвозди. Самое главное наступить на гвозди. Тут вот тоже вот какое-то помещение было. Вот я уже не помню, что в этом помещении. Складское помещение или что тут было. Просто я немножко подзабыл. Хотя не так далеко, давно еще было. Но все заросло. Смотрите, какие деревья. Уже столбы. Так. Как все это быстро все меняется. Там тоже какой-то каркас.
из досок, может, туалет там был. О, видите, смотрите, гудит как. Электричество до сюда еще идет. Электричество есть тут. Ну, а тут что-то тоже вот было. Это здесь, наверное, какой-то балок, или как называется, на санях. Перевозной такой вот. Каркасное что-то. А здесь уже вот тут, наверное, было самое основное, как сказать, помещение. Вот, прикинь, все разобрали. Все разобрали на дрова. Просто разорвали все. Так, вот тут помещение, наверное, было, где вот отдыхали, ели, пили. Вот здесь. Там старые горбыли, куча горбылей. Но масштаб пилки, конечно же, на 100 раз меньше было при лесопункте, как сейчас пилят. Сейчас очень много древесины пилят на пилораме. Вот тут уже была пилорама, вот здесь. Тут даже, наверное, рельсы были. Ну все, наверное, выдернули уже. Вот здесь. Вот она. Да. Цементная вот эта установка такая вот. А вот тут рельсы были. Оттуда лес заходил. Здесь горбыли выкидывали. Потом тракторами переносили вон туда. Потом их сжигали или же, ну, в общем, в основном, наверное, сжигали. Ну вот эти территории не такая большая, как сейчас. Сейчас действительно вот азербайджаны приезжали и они пилили, знаете, сколько опилок после них осталось. Просто уйма опилок. Да, тут ничего уже нет. Ведро только осталось еще. Старое пустое ведро. Здесь рамы были, знаете, дисковая пила и, как сказать, еще много пил было. Много пил. Ну, примерно так, ребята. Вот тут, наверное, одна пилорама. Здесь вторая. Или вторую делали, но что-то не так много и может работать. Не помню, не буду сочинять там, гадать. Просто не помню. Но я вот сюда покупал доски. Доски покупали мы здесь. Стойки вот остались, вот два, типа похоже на швеллера. Он закопан, на хрен вытащишь. Металлоискатели уже тут все перелопатили. Вот это в цементе. Как-то вот именно, знаете, вот залит цемент как-то наискосок почему-то. Блядь, штыры такие всяко разные. Проткнуть можно запросто обувь. Ну, там заканчивается. Ну, тут рельсы были, рельсы. В очках непривычно, знаете. Из-под ног земля как-то все по-другому.
немножко вот по-другому, ребят. И глазам пока не трудно. Но вот я вот шагаю, и все равно земля не стоит не на месте. Наступаю, а из-под ног земля уходит. Ну вот, немножко показал вам пилораму, ребят. Здесь какой-то столб цементный тоже. Может, столб устанавливали, а потом свалили. Вот здесь заканчивается все. Вот тут так рельсы были. Да, снова вспоминания. Ничего тут интересного нету. Остатки горбылей, но это, знаете, просто десятки лет пройдут и ровное место останется. Он там вот уже как бы мхом зарастает, уже все сгнило. Ну вот, уже болото тут, ну недалеко. Прямо возле пилорамы. Сейчас пройдусь, капюшон подниму, комарье достает, да и овод еще бывает, подлетает. Здесь такое место, как бы морошковое, так можно сказать. Уголок такой. Прям запах. Это этих кустов морошки. Но ягод. Здесь вдоль леса так пройдусь. В середине, я не знаю, там вообще есть или нету. Обычно вдоль этой опушки леса, да и кусты, вон здесь их много. Но морошки не видать. Вот так поднял капюшон, спасает от комаров. Сырость они любят. Их очень много. Антикомарин не взял. Но при желании можно, там москитная сетка еще есть. Спустить и все закрывает. А болотень вот такой он. До сюда, ребят, я снимал защитным боксом, который крепится на объектив. Сейчас я это сниму, без защиты буду снимать. И тоже разницу посмотрите, есть, нету там. Почувствуете разницу или нет, стекло это мешает или нет. Но защитное стекло тоже как бы, в принципе, он нужен, потому что когда падает там видеокамера или еще, стекло защищает самой объектив, линзу. Одним словом, сейчас я убираю это защитное стекло. Сейчас снимаю без защитного стекла. Ну, я так называю, я не знаю по-умному, как это все. Защита, типа, такое вот, чтобы объектив не поцарапать или линзу, в общем. Ну, что сказать, ребят, в основном 90%, даже 95% морошки пустоцвет еще в этом году. Вон они. Ягоды просто нет. Вот здесь их много, вот на каждом кустике, если вы видите, на каждом кустике были цветки. И это пустоцветы. Ягод вообще нету. Вроде такого града не было у нас, ничего. Все пустота. Вот старые цветки вон. Так что морошка минимум в этом году, если будет минимум. Зато в прошлом году их было очень много. Я там собирал, показывал вам. До сих пор еще у меня морозилка. Один пакет есть. Ну, мы не любители этой морошки. Ну, вроде показал. Да, пустота, короче, морошки совсем мало.
реально жарко. Спустил капюшон. Решил сходить до первой курилки. Схожу до первой курилки. И там еще кружок через Яголь пройдусь. Все отсырело, хорошо отсырело. После дождей. Дожди хорошие были. Прям все сырое. Но это быстро высохнет, конечно. Так, еще знаете что? Вот я сегодня не подготовлен к этому. Надо мне найти исландский мох. Это лечебный мох. Да. Надо на зиму как бы заготовить. И может на обратном пути я буду идти и соберу, если найду их. Толком не могу определить, но они есть у нас. Он помогает от горла и от воспалительных таких вот болезней. Так что, ну, на обратном пути, если не забуду. Лето длинное еще успеется. Воины-грибники. Хочу еще показать. Вот докапываетесь до того, как я ножку оставляю, гниет все это дело. Вот здесь выпахано просто карьер. Здесь прям верхний слой земли перетоптали, увезли, бульдозером сравняли. Но здесь грибы растут. Росли и будут расти. Так что это роль никакой не играет, что вот там с ножками, без ножек там забирают. Грибница погибает. Бля, ерунду просто не надо чушь писать всякую. Понятное дело, вам завистно, но я это просто на своем буду стоять и все. Он здесь вырастет, и там, везде, даже вот на пустыре там. Без разницы. Он везде выходит этот гриб. Я вышел на основную дорогу. Развилка. Следы вот свежие уже сегодня. Вот я говорил, 2 человека уже там собирали грибы. Ну, я третий иду. 2 человек знаю, что ходили туда. Но наш гриб все равно остается, спрячется. Если нам дано найти, мы найдем. Вон вот. Видите? Кусают по жесткому. Вон там, видите, высохший гриб. Я тут много уже набирал грибов. Этот уголок мне много грибов уже в этом году давало. Вон он. Просто высыхают. Ну, засуха была тоже. Ветра и тепло там. От ветра все сохнет тоже. Поганка. Да. Поганка, ребят. Кроме поганки я пока ничего не нашел. Самое основное место прошел, где вот в этом году был выход грибов. Дальше не пойду. Сейчас я буду налево там поверну от курилки. Я сегодня просто вот хотел показать вам, есть ли морожка на болоте. Я уже отвлекся, я уже по грибы пошел. Знаете, открою небольшой секрет. Когда нету грибов, не находите, а кто-то находит, однозначно, с собой берите деньги и покупайте у них грибы. Знаете, один момент расскажу. Есть у нас большое озеро на болоте, где собираются охотники, стреляют, добывают уток. И один охотник на охоту пошел, взял с собой деньги. Говорит, если не подстрелю утку, я лучше куплю. Такие вот шуточные моменты, но они были и есть. Интересно даже мне. Когда рассказали, я даже немножко посмеялся. Ну вот курилка, ребят. Туда дальше сегодня не пойду. Вот сейчас прошли дожди. Сейчас прошли дожди. И через пару дней можно сходить. Через пару дней там проверить. Потому что этот дождь хороший был. Такой вот. Почти сутки лил.
Земля отсырела, и после этого дождя, может, даже и грибы пойдут. Но на ягеле их нету пока. Еще не время. Вот. В комментариях также вот, ну, мне тоже вот на некоторые комментарии я письменно не отвечаю, а так устно. Там писали, что кто, говорит, собирает грибы на дороге, надо, говорит, в ягеле там собирать еще. Всему свое время. Придет время, пойдут грибы на ягеле. Сейчас, в данный момент, время возле дороги. В каждый период свои как сказать, время года, где, когда выходить. Сейчас на ягеле вы никогда не увидите глухарей, птиц боровых. Они в сыром месте, самом глуши. А осенью уже они выйдут на ягель, на дорогу. Так что не просто так по дороге я хожу. Вот такие дела. Шишки вон сколько упало. Вроде не старые или прошлогодние эти шишки. В сторону посмотрел. Тут огромный тоже вон гриб выходил, смотрите. Он гнилой уже. Пересохший такой, в общем, от жары и сгнило. Как-то я вот здесь тоже проходил по этой лесной дороге, но этот гриб я ранее не видел. Или после моих походов тут выход был какой-то. И тут, смотрите, видите, огромные, большие. Вон там. Между прочим, это после моих походов. Белые грибы. Вон. Я здесь ходил. Не было их. И никто после меня даже не ходил тут. Между прочим, хороший выход-то тут был. Вон он. Очередной. Прошел буквально 20 метров. Снова гриб нашел. Все гнилые. А здесь, смотрите, проверяли. Сегодня или вчера. Вон, свежая проверка. Тоже белые грибы. Так что я не один тут. Тут смотрите. Раз проверка, вторая проверка. И как ни странно, вон там еще торчит гриб. Между прочим, тут-то выход хороший был. Очень даже неплохой. Вон перевернутый гриб. Прям возле дороги. Вот как ни странно, в этом году прям возле дороги грибы выходят. Сейчас покажу поближе. Вот. Просто перевернул кто-то еще. Даже не проверил. Вот. Грибы берут люди с ножками. Несут домой. А вот тут, смотрите, что творится. Я вот эту губку всегда постоянно еще убираю. Смотрите, что творится, ребят. Вот смотрите, какие черви там. Не противно такое есть, такие грибы собирать. Фу, бля. Мне лично противно. В комментариях просто забодали уже этими, как сказать, уроками, как надо собирать грибы, почему ножки не берешь там, почему ломаешь там. Ну, ребят, я показал наглядный пример. Вы ломаете с ножками, берете с корнями. Гриб хороший, идеальный, красивый. Только для фотосессии. Но для еды это мне просто тошнит противно. Надо проверять в тайге. Все, подчистую я убираю. Ни одного червяка не оставляю в грибе. Вот такие грибы я ем. И такими грибами я кормлю свою семью. Везде все усыпано, просто усыпано. Вот такие никто не берет. Ну и правильно делают. Вон проверяли и выкинули, проверяли и выкинули. Негодные грибы. А выход был. Я просто удивляюсь. Потому что
было сухо, и грибы хорошо даже выходили, оказывается. Сейчас немножко приостановилась, или может просто я не попал под грибы. Вот тут вроде что-то. А, это крышка. Крышка от антикомарина. Я думал, там ножка торчит. Все, короче, я зашел на Ягель. Пойду напрямик. Вот, наверное, этот исландский мох, наверное, вот это и есть. Вон. Да, это и есть. Вон оно. Вот. Такие пласты. Надо пособирать в пакет. Вот это все исландский мох, ребят. Такие. Он хорошо отходит. Сегодня сыро и хорошо собирать. Да, я, наверное, пособираю. Их очень много тут. Он лечебный, имейте в виду. Просто вот сушишь и завариваешь. Он очень горький, во-первых. Он очень горький и полезный. Вот так вот все это дело делается. Сейчас пособираю, наверное. И там тоже. Да, везде вот это все. Походу здесь она и есть. Если ошибся, там исправьте там. Но мне кажется, он это и есть. Или дальше пойду. Сейчас, наверное, чуть дальше где-нибудь в середине. Возле тропинки не буду уже брать. Сейчас где-нибудь в стороне, в середине, где почище там. На Ягеле, смотрите, что. Вон он белый. Тоже он гнилой, ужас. Даже смотреть не стану. Мягкий. Вон еще. Тоже уже еще хана. Пипец. Гнилья. Неделю назад надо было ходить собирать. И там, между прочим, даже и на Ягеле, вон, смотрите, выходил гриб. Интересно. Да, проспали, короче, грибной период. Но я занят был. Не до грибалки. Уф. В общем, гнилые все. Вот, пожалуйста, дрова. Целое бревно. Лежит просто бесхозно. Поближе покажу, во что превратился гриб. Смотрите, что с ним стало. От недостатка влаги просто он высох. Ужас. На корню еще, вон, смотрите. Такой огромный, большой. Вот так на место поставлю, чтобы другой грибник тоже посмотрел. Еще раз говорю, блин, я здесь сколько раз ходил, этого не было. Выход был поздний. И нового сейчас пока нету. Подуешь, так теплый воздух попадает, и они просто в бешенство заходят. Сейчас еще комара туда закину. Он сразу его. Короче, и пропал. А, вон он. Потащили куда-то. Люблю наблюдать за всем этим. У них там отверстия, входы, выходы. И чем-то кто-то занят, там он этот бежит куда-то, что-то несет. Вот такие, вот так тронешь, все, они просто обалдевают, смотрите. Сразу почувствовали опасность,
зашевелились. Вот такие дела. Такую пирамиду уже построили. Просто обалдеть. Знаете, ребят, когда очень много убираешь, бывает ни с чем возвращаешься. Что-то я сразу не собрал. И, как сказать, потом шел и просто этого моха я перестал находить. Вот здесь такой участок попался. Хоть немножко, он очень много. Но придется там чистить его дома. Почищу это именно вот этого мусора. И хоть немножко здесь наберу. Вот этот комочек возьму, еще 2 таких, если соберу. На первый раз хватит, другой раз снова. Но надо немножко набрать. Вон такие вот лепестки такие вот, смотрите, очень большие. Надо чистить его и высушить. Сегодня сыро, и он не такой хрупкий, самое то. Вот такой пакет я собрал первый раз. Не знаю, правильно ли собрал исламский мох или нет. Там буду спрашивать у специалистов наших. Если одобрят, то уже буду заваривать. Ну, это заготовка уже. Готовимся к зиме. Все равно придет зима. Воспалительные процесс там. Простынешь или еще горло заболит. От кашля, это говорят, исландский мох помогает. Ну все, я уже вышел из тайги. Ребят, я уже подхожу к лодке, к реке. Немножко потестировал новую камеру. Обязательно в комментариях напишите, как у меня получилось со съемкой, как снимает камера, как звук. Лучше с защитным стеклом или без стекла. Одним словом, вот сейчас я сколько там нормально там побродил. Одним аккумулятором я все это заснял. Не разрядилось. Ну сейчас, конечно, уже скоро выключится. Сейчас едет аккумулятор, но все. Мне пока в данный момент все понравилось. Про стабилизацию тоже напишите. Трясется или нет там. Вам виднее, как зрителю. Я свою работу как бы сделал. Записал видео. А вы уже смотрите и оценивайте. Там уже река, ребят. Вот такой небольшой поход. Собрал лечебные травы, так называем. А с грибами не повезло. Да и у меня особо планов сегодня с грибами не было. Я хотел показать морожку вам. И я это сделал. А грибалка будет в другой раз. Так что ждите новые фильмы. А на сегодня все. Пока-пока. До новых встреч. Вот и лодка уже появилась, знаете. После меня уже кто-то здесь тоже перешел. Какой-то грибник. А свежего выхода грибов пока нет. Ладно. Все, пока.